Осенью 1999 года Чеченская республика вновь оказалась на пороге войны. 30 сентября федеральные войска пересекли административную границу Чечни, начав широкомасштабное наступление сразу с нескольких направлений. Уже 1 октября российские власти объявили о начале военной операции, однако по своему масштабу, числу задействованных сил и последствиям для мирного населения это были не отдельные боевые действия, а начало Второй русско-чеченской войны. С каждым днем кольцо вокруг столицы Чечни, города Джохар, неуклонно сжималось. Уже в ноябре были перекрыты основные дороги и пути сообщения, связывавшие город с внешним миром. К началу декабря столица оказалась полностью окружена. Первые крупные столкновения произошли в первой половине декабря. Ожесточенные бои развернулись в районе высоты Вышка, аэропорта Северный и со стороны Первомайского хребта. Именно здесь федеральные войска предприняли первые попытки прорыва к городу, однако встретили организованное сопротивление, и эти атаки были отражены. Для чеченского народа это стало началом новой трагедии. Не успели зажить раны предыдущей войны, как на землю вновь пришли разрушения, гибель людей и страдания мирного населения. Впереди были долгие месяцы осады, непрерывных боев и тяжелых испытаний, которые навсегда останутся частью памяти тех, кто пережил эти события. Эта статья посвящена обороне города Джохар в 1999 по 2000-х годах, одному из самых трагических и значимых эпизодов Второй русско-чеченской войны. Ее цель – сохранить память о тех событиях, представить их в последовательном изложении и дать будущим поколениям возможность увидеть происходящее глазами людей, которые были свидетелями и участниками тех дней. История должна опираться на факты и память очевидцев, чтобы трагедия тех лет не была забыта и не растворилась в противоречивых интерпретациях. Оборона города Джохар была организована по секторам. Каждый сектор имел своих командиров и отвечал за определенный участок линии обороны. Я вместе со своими товарищами находился в юго-западном секторе под командованием Хамзата Гилаева. Этот участок простирался от окраины района Мичурина до Черноречья и являлся одним из наиболее протяженных направлений обороны столицы. Формально командующим юго-западным сектором был назначен Доку Умаров. Однако среди муджахидов непререкаемым авторитетом пользовался Хамзат Гилаев. Его уважали не только подчиненные, но и другие командиры. Между ними не возникало разногласий по вопросам организации обороны, а отношения строились на взаимном уважении и общей ответственностью за порученный участок. Во время боев Хамзат Гилаев практически не покидал передовую. Он постоянно находился на различных участках обороны, лично посещал позиции, нередко оставался там на ночь, поддерживая муджахидов своим присутствием. Он разделял с ними все тяготы обороны и принимал непосредственное участие в отражении атак федеральных войск. Бои за столицу Чечни продолжались более 2 месяцев. За это время защитники города проявили исключительную стойкость и самоотверженность, отражая непрерывные атаки. С каждым днем положение становилось все тяжелее. К концу января 2000 года запасы продовольствия и боеприпасов были практически исчерпаны. Впоследствии командованием обороны города было принято решение оставить город Джохар и прорываться из окружения. Однако ни Хамзат Гилаев, ни муджахиды юго-западного сектора заранее об этом решении не знали, как и остальные защитники, находившиеся на своих позициях. Они узнали о предстоящем выходе лишь после доведения соответствующего приказа. Когда подразделениям был отдан приказ готовиться к прорыву, среди муджахидов возникло множество вопросов. Один из участников обороны города, имя которого я сознательно не называю, спросил у Хамзата Гилаева, почему решение о выходе принято именно в этот момент. Этот разговор произошел в заводском районе, на территории радиозавода, где перед началом прорыва собирались подразделения защитников города. По словам свидетеля, Хамзат Гилаев поклялся, что до получения приказа сам ничего не знал о предстоящем выходе и не располагал
какой-либо информации о причинах выбора именно этого времени. Его слова свидетельствовали о том, что решение было доведено до него одновременно с остальными командирами. Особенно запомнилось то, что после получения приказа все действия были организованы быстро и слаженно. Несмотря на чрезвычайно тяжелую обстановку, подразделения покидали свои позиции не хаотично, а в строгой последовательности, что позволило сохранить управление и избежать неразберихи. Первыми начали отходить подразделения, занимавшие позиции в районе Минутки, Мичурина и в направлении Заводского района. Освобождавшиеся участки сразу занимали другие подразделения, продолжавшие удерживать линию обороны. Последними свои позиции оставили муджахиды, оборонявшие районы Алды и Черноречья, обеспечив организованный отход остальным подразделениям к месту общего сбора. По воспоминаниям участников, прорыв из окружения города был организован командованием обороны. Колонна начала движение с наступлением сумерек и всю ночь продвигалась в направлении Алханкала. Путь оказался крайне тяжелым. Продвижение было медленным из-за плотных минных полей, а потери постоянно возрастали. В авангарде колонны находились Шамиль Басаев, Лечи Дудаев и другие известные командиры. Именно они первыми прокладывали путь. Во время движения авангард столкнулся с минными полями, в результате чего несколько командиров подорвались на минах. К этому времени уже начало рассветать. Хамзат Гилаев предупредил, что с наступлением дня резко возрастает опасность авиационного удара по колонне, и предложил вернуться к окраине города, чтобы переждать светлое время суток и предпринять новую попытку выхода следующей ночью. Видя, что Гилаев повернул назад, многие муджахиды, находившиеся в колонне, последовали за ним. В этот момент командир отряда «Алмаз» заявил, что попытается прорваться. Отказавшись обходить заминированный участок, он повел свой отряд напрямую к позициям федеральных войск. Заняв выгодные позиции и вступив в бой, муджахиды отряда «Алмаз» обеспечили прикрытие для остальных участников колонны. Увидев это, многие из тех, кто решил любой ценой вырваться из окружения, последовали за ними. По различным оценкам участников тех событий, вслед за отрядом «Алмаз» смогли прорваться около 800-900 человек. Эти события были запечатлены на камеру оператором «Алмаз». Особенно хочется отметить неоценимую помощь, которую жители села Алханкала оказали участникам обороны города Джохар, вышедшим из окружения. К ним приходили люди, истощенные почти двухмесячными боями. Многие были ранены, многие потеряли своих товарищей. Несмотря на постоянную опасность и присутствие федеральных войск, жители Алханкала проявили мужество и сострадание. Они помогали раненым и обессиленным, делились едой и всем, чем могли, а также тайно предавали земле погибших. По воспоминаниям участников тех событий, были похоронены около 100 человек. Невозможно в полной мере выразить словами благодарность этим людям за проявленное милосердие, сострадание и человеческое достоинство. Пусть Аллах смилостивится над ними, примет их благие деяния и дарует им свою милость. С той же теплотой хочется вспомнить и жителей села Заканюрт, которые также оказали поддержку тем, кто вышел из окружения. Их участие, забота и готовность прийти на помощь навсегда останутся в памяти очевидцев тех событий. Пусть Аллах вознаградит всех, кто творил добро и помогал нуждающимся в те тяжелые дни, и примет их благие деяния. В завершение хочется привести слова Всевышнего из священного Корана. И пусть ненависть к людям не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха. Воистину Аллах ведает о том, что вы совершаете. Сура Аль-Маида, аят 8.